Детскому растущему организму крайне важно насыщать клетки кислородом. Кислород передвигается по организму при помощи гемоглобина, белка, состоящего из железа. При дефиците железа у ребенка снижается уровень гемоглобина, что, соответственно, приводит к недостатку кислорода в клетках и тканях. Данное состояние принято называть железнодефицитной анемией. При хронической анемии у ребенка возникает задержка физического и нервно-психического развития. Тяжелые формы анемии встречаются у детей все реже, но даже при небольшом снижении питания клеток возникают симптомы слабости мышц, головокружения, апатии, снижения иммунитета и нарушений сердечно-легочных функций. Всем доброго времени суток, уважаемые телезрители Сагдийского областного телевидения. В эфире очередной выпуск ток-шоу «Мой семейный доктор» и я его ведущий Насим Абдулозода. Итак, тема на сегодня – анемия среди детей и другие заболевания крови, причины, диагностика, лечение и, конечно же, профилактика. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Итак, прежде всего, мы пригласили сегодня на нашу передачу наших известных специалистов и врачей в этой области. И, конечно же, хотели бы поговорить с ними об этой проблеме среди населения и, в частности, среди детей и подрастающего поколения. Скажите, пожалуйста, прежде всего, давайте еще раз ознакомим наших телезрителей о том, что вообще из себя представляет анемия, что это за заболевание. Анемия – это заболевание крови, который, когда уровень гемоглобина и уровень эритроцитов снижает, и цветной показатель снижает, бывает такое, что от 90 до 70 до 60 грамм на литр снижается. А сама анемия делится на три разных вида. Это легкая анемия, когда 90, когда средне-тяжелая от 70, а тяжелая анемия ниже 70, это 60. Мы делим анемию на три разновидности крови, степень мало крови. Когда у детей бывает анемия, у них чаще всего у детей симптомы бывают. Слабость бывает, раздражительность бывает. И от того, что снижение аппетита бывает. И потом иногда у них появляется сухость кожной покровы, бледность склеры глаза. И чаще бывает очень капризный, плоскивый бывает. И потом снижается вес ребенка. И при таких состояниях обязательно родителям надо сдавать общий анализ крови, чтобы уточнить, какой вид анемии. И потом, судя по анализам крови и клинике ребенка, мы можем начинать лечение. А в норме сколько должно быть по показателям, да, анализа? Сколько миллилитров или в крови они должны показать? Дело в том, что 1 миллилитр, когда они сдают общий анализ крови, с пальчика возьмут, с вены тоже возьмут, это полностью определяет уровень не только гемоглобина, гемоглобина, эритроцит, цветной показатель, тромбоциты крови, лейкоциты, сои. Это все показывает, потому что эта картина крови полностью скажет на воспалительный процесс, анемический синдром. У него иногда бывает, когда вот заболели ОРЗ, или ангиной заболели, или вирусная инфекция, или вот расстройство желудка. Поэтому надо совместно лечить. Потому что и вирусная инфекция снижает уровень гемоглобина, а так анемия само по себе бывает. Железодефицитная анемия, полидефицитная анемия бывает, и по степени. Хорошо. Ну, в начале передачи я, по-моему, сказал о железнодефицитной анемии, да? Это когда не хватает железа в организме. А другие два типа как распределяются? Дело в том, что кроме железодефицитной анемии есть еще B12 дефицитная анемия, фолиевая дефицитная анемия. Но если говорить о анемиях дефицитных, да, и полидефицитная, то есть когда имеет быть место дефицит и витамина В12, и фолиевой кислоты, и железа. Ну, дело в том, что чаще всего, безусловно, по данным ВОЗ, около 20
2 миллиардов людей страдают анемией. Это в основном женщины и дети. Дети в основном, значит, грудного возраста до 6 месяцев, когда они находятся на естественном вскармливании, запасов железа в организме еще у женщины достаточно в материнском молоке для кормления ребенка. Но после 6 месяцев запасы железа в материнском молоке уже иссякают, и поэтому необходимо уже введение дополнительного железа. Фолиевая кислота, она необходима для построения самого эритроцита, да, то есть для клетки, да, в которой находится гемоглобин. В составе гемоглобина у нас железо. Ну и то же самое витамин В12, все эти витамины, они принимают участие в синтезе эритроцита, то есть эритроцита, который является носителем гемоглобина, а гемоглобин является носителем железа, того необходимого вещества химического, который осуществляет газообмен в организме человека. То есть у него такая способность прицеплять кислород. Из легких кислород он доставляет в ткани, а из ткани уже углекислый газ назад он возвращает в легкие, и таким образом происходит газообмен, да, в организме человека. В данном случае мы говорим о ребенке, о женщине, неважно, в организме человека. И, безусловно, при дефиците железа в организме человека, при дефиците фолиевой кислоты, витамина В12, ну и других ряда, да, витамин, которые принимают участие в метаболических процессах организма, что возникает? Нарушение газообмена, то есть ткани недополучают у нас все необходимые вещества. И что происходит? Происходит, значит, нарушение обменных процессов. Ребенок отстает в развитии, становится плаксивым, ребенок не бледный, раздражительный. То есть такие симптомы, да, вот это мы говорим о раннем возрасте, на которые иногда мамы не обращают внимания, при которых необходимо сразу обратиться к врачу. Факторы риска, при которых у женщин или у детей возникает анемия. Это многоплодная беременность, это недоношенные дети, это дети, рожденные с низкой массой тела, еще дети, находящиеся на неправильном вскармливании, то есть на коровьем молоке. Коровье молоко считается, оно, безусловно, не то питание, которое должен получать ребенок до года. Он должен находиться на естественном вскармливании, то есть на грудном молоке. Но если в силу причин ребенок не может получать грудное молоко, тогда есть у нас смеси, адаптированные смеси, которые приближены к грудному молоку. Пожалуйста, ни в коем случае не коровье молоко. И это должны знать наши мамочки. Да, мамочки, они об этом должны обязательно знать, потому что в коровьем молоке нет тех необходимых микроэлементов, железа и так далее, все, что необходимо для полноценного развития ребенка. Я надеюсь, что наши молодые мамы сейчас смотрят нашу передачу и, конечно же, будут пользоваться вашим советом для того, чтобы расти своего ребенка здоровым и, конечно же, без никакой анемии. Вот скажите, пожалуйста, основной причиной анемии это все-таки питание, потому что в народе это так уже приселось, да, как говорится, что если питание плохое, то значит у него анемия. Или есть еще и другие причины? В нашем отделении гематологии, кроме анемии, и есть другие заболевания, которые серьезные заболевания, потому что за этим надо следить, и за этим вовремя надо получать лечение. Я имею в виду гемофилия есть, который факторы 8, 9 и 10 фактор, говорим гемофилия А, гемофилия Б, Виллибранта, такие заболевания. Или когда снижается уровень тромбоцитов, это тромбоцитопенические пурпуры, это тоже заболевания, которые, это серьезные заболевания, которые за ними надо хорошенько лечить, потому что если вовремя не будем лечить, потом потом переходит на инвалидность детей. Поэтому, кроме того, что мы говорим, есть гемолитические анемия, это тоже заболевание крови относится. При таких состояниях кожа желтоватая бывает, и потом склероз желтый бывает, потом увеличение печени селезенки бывает. Не только анемию. Поэтому, раз такие клиники есть, помогает лаборатория. Лабораторные исследования обязательно. Не только там общий анализ крови, мы должны смотреть кровь на коглограмма, кровь на печеночную пробу, кроме общий анализ крови, это очень нам клинику скрывает, и потом вот видно, что
какой вид анемии, допустим, можно ставить, какие виды заболеваний крови мы можем ставить. Вот эти патологические состояния нам лучше будет выявить больных. Спасибо. Сказали о желтом покрове, да, кожи. Да. Это где-то напоминает гепатит, по-моему, да, какого-то типа, чтобы вот люди не путали. Это не гепатит, все-таки это лабораторное исследование выявляет, да? Да. Это напоминает гепатит какой-нибудь, покров? Нет? Нет, ну цвет кожных покровов, он, конечно, он желтоватый, но при гепатите там еще ряд других симптомов, в отличие от наследственной гемолитической анемии. То есть гепатит – это инфекционное заболевание, да, там могут быть, то есть начинаться как обычное ОРЗ или как обычное отравление с температурой, без температуры, рвота будет, да, может быть даже жидкий стул, просто катаральные проявления, кашель, насморк у ребенка может быть. И это начало, да? Причем да. Там начало. Такое же начало, кстати, и характерно, может быть, характерно и для заболеваний крови, таких как лейкозы, да? То есть мы плавно как-то переходим из одного в другое, потому что при гепатите еще там появляется потом желтушность кожных покровов, она может быть, может не быть, все зависит от вида гепатита. Да, есть безжелтушные формы, есть желтушные, да. Здесь немножечко другая, все-таки это тема инфекционного профиля больше. А если говорить вот о заболеваниях крови, о которых мы сегодня беседуем, то вот лейкозы как раз-таки, это тоже одно из неприятных и грозных заболеваний крови, то есть это злокачественное заболевание крови, оно может начинаться именно так, и очень много больных, особенно если говорить о отдаленных районах нашей области, все-таки больше, да, и были у нас такие случаи в практике вот с доктором Обидовым, когда дети поступали очень поздно в запущенной форме заболевания, да, потому что, к сожалению, родители не были просвещены, вот, у дети просто были вялые, там кто-то температурил, у кого-то просто был астенический синдром, вялость, головокружение, отсутствие аппетита, бледность, и, к сожалению, к нашему великому сожалению, родители на это не обращали внимания, и дети поступали, причем довольно взрослые дети, в запущенной форме. Безусловно, мы им оказывали помощь, тут же ставился диагноз, потому что все было там налицо. Но в любом случае что-то не нравится, вот опять-таки обращаясь к нашим уважаемым телезрителям, если что-то не нравится, нет аппетита, вялость, бледность, просто какие-то общие симптомы, неважно какие. Мы живем в 21 веке, в цивилизованной стране, в области у нас все абсолютно возможности есть для диагностики. Элементарно сделать общий анализ крови. Обратитесь к доктору. Лучше предотвратить, чем потом иметь нехорошие последствия. Да. Медицина, она какая лучше? Профилактическая? Конечно. Чем мы, когда уже имеем то, что имеем, и потом не знаем, что с этим делать. Безусловно, лучше обратиться к врачу и элементарно. Это все на всех сайтах, в Facebook залезть, куда, в Instagram, куда. Элементарно сдайте общий анализ крови, обратитесь к врачу. Везде есть врачи, везде есть лаборатории. Вот об этом не надо забывать. Так как вы сказали, что обращаемость, да, давайте мы спросим центры медицины здоровья, да, это первая ступень, которую всегда должны вообще-то обращаться население, люди, или все-таки у нас в последние годы, да, наши специалисты, врачи, педиатры ходят из дома в дом для того, чтобы выявить какие-то заболевания. Расскажите, обращается ли к вам население вот с такими симптомами, или вы в течение осмотра сами выявляете какие-то заболевания, именно анемии или других заболеваний крови? С анемией, это в первую очередь, это сами вот эти женщины должны себе вот это лечить. У женщин беременных, если анемия, дети тоже рождаются анемией. Поэтому с целью профилактики всех должны вот в первую очередь они к нам обращаются, как бы мы семейные врачи, мы должны вот это все выявить, они должны, когда при первом обращении, должны вот осмотр вот ребенка, мамаше надо спросить, на что они жалуются, чем болеет ребенок, давно болеет, раньше перенесен заболевание, надо вот это все, анализ надо собирать, как все наши коллеги сказали, должны в первую очередь должны вот это общий анализ крови, вот это больше дает информацию. Вот. И дальше вот еще кроме
анемия еще у детей может быть глисты, глистная инвазия. Вот это тоже дает анемию. В чем причина вот анемии? Если вот это определить, они должны вот это все должны сдавать анализы, и они с этим готовыми анализами, они приходят, и мы должны, в первую очередь, вот это полностью после осмотра ребенка, мы должны с мамой это провести беседу, надо им объяснить, как надо питаться, должны дети соблюдать вот эту диету, или мамаши тоже должны рационально питаться, прогулку надо идти, вот иногда витамин D2 не хватает тоже, это тоже бывает. Рахит может быть у детей тоже. После этого, если легкая форма анемии, должны это рациональное питание, должны включать там мясные блюда, говядина, крольчатина, гречка, вот, фрукты, овощи, вот это в готовом виде должно быть все. Мамы тоже должны питаться хорошо. Если ниже гемоглобин 90, это должны в поликлинике лечиться. Вот в течение 3 месяцев назначаем препараты железа, в первую очередь питание, второе это препараты железа в виде сиропа или в виде таблеток, смотря от возраста ребенка. И мамашам тоже должны сдавать они тоже кровь, и они тоже должны принимать вот эти препараты железа, и фолию кислоту включительно, и аскорбинку, чтобы вот это железо хорошо усваивалось. Да, и в течение 3 месяцев мы будем соблюдать, на диспансер учет возьмем. Если в течение 6 месяцев, если улучшится, должны быть 110-120 грамм на литр у детей, а если 90 грамм на литр, это уже анемия считается. Если 90 на 70, это вторая степень, ниже 70 уже тяжелая форма. И если вдруг 90 не поднимается гемоглобин, питание улучшается, препарат не помогает, мы должны госпитализировать детей. Мы направляем к гематологу детской больницы, и они дальше будут вести их. И потом после выписки они еще придут к нам, и мы будем вести диспансеризацию. Еще раз они должны сдать анализ. Да, еще должны От, до и после, да? Да, до и каждый после. Раз, да? Да, да. Значит, в вашей практике было так, что вы к вам не обращались, но вы сами нашли таких пациентов, вот когда вы идете по домам или по квартирам? Да, они обычно приходят, на них смотрим, они уже, как вы еще сказали, симптомы это бледность, быстрая утомляемость, иногда у взрослых подростков или детей сердцебиение, одышка появляется. Мы сразу анализы берем, и если анализы хорошие, тогда к кардиологу направляем. Тоже они там и кардиограммы снимут, и КИГИ, вот это УЗИ делают, если там у них ревматизма нету, там порока никаких. И потом, смотря на это, ну, многие тоже приходят, почти уже половина больше, 78% у всех населения анемия есть. Иногда вот скрытая анемия тоже, латентная форма. У женщин детородного возраста обычно много вот это являемо, вот это анемию. И самое главное, это рациональное питание. У вас как все это происходит? Расскажите, пожалуйста. Когда нам приходят пациенты уже с запущенными опухолями, основное питание нашего опухоля у детей это гемоглобин, это кровь. Они уже, когда мы видим, приходят к нам обращаться, мы уже видим, что пониженный гемоглобин. Мы сначала консультируем с гематологами, консультируем с детскими педиатрами, потом мы смотрим, как вот, когда мы удаляем опухоль или мы делаем химиотерапию, уже поднимается уровень гемоглобина у детей. И в нашем случае очень много. Есть лимфолейкозы у нас бывает, тоже мы лечили с устодом. Такие дети у нас много обращаются. У всех почти 80% наших детей, у всех у них анемия есть. Но и есть еще осложнение после химиотерапии, это тоже дает анемию. Ну, там мы гемотрансфузию делаем, лечим, и еще, как Малима сказала, мы проводим витаминную терапию, и все как бы налаживается. От другого курса мы все восстанавливаем организм ребенка. А скажите, пожалуйста, вот в последние годы или время участились случаи, да, таких заболеваний, или все-таки они у нас такое редкое явление, прямо вот так? Как вы считаете? Я думаю, что каждый ребенок, который мы уже поставили диагноз онкологии, они 100% у них есть анемия. Как бы не было, гемоглобин или 80, или 60, так бывает. Или это, как я сейчас сказала, это или основной опухоль, когда питается из организма ребенка. Опухоль растет, но ребенок остается маленьким, или он
он полное питание, которое должен организм вырабатывать, опухоль в себе забирает. Себе забирает, да. А если когда мы удаляем опухоль, он восстанавливается немножко, но мы должны провести химиотерапию. Химиотерапия тоже, полные клетки, они все замирают, и когда мы должны восстанавливать, мы восстанавливаем это все по очереди. Иммунотерапию делаем, потом витамины даем, все это делаем. Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, какие из таких страшных заболеваний происходят из-за того, что вовремя не долечили анемию? Или есть еще другие происхождения, да, заболевания, например, онкологических, это может быть наследственность или какие-то другие факторы могут быть? Ну, тяжелые заболевания, да, то есть если мы говорим о злокачественных каких-то, да, анемиях, то есть если это лейкоз, тут, безусловно, он может быть врожденным, но не наследственным. То есть это заболевание, оно больше приобретенного характера. Генез, то есть патогенез этих заболеваний, он как бы остается открытым, так же, как заболевания онкологических. Теорий очень много. И вирусная теория, и экология, и химия. В общем, теорий множество. Вот. Если бы, наверное, была какая-то одна конкретная теория, не буду говорить за всех, то, безусловно, панацея существовала бы, да, окончательно. А тут, в общем-то, у нас, в данном случае, у наших больных лейкозных, то есть мы говорим сейчас о злокачественных, да, анемиях, и у онкологических злокачественных, говорим о злокачественной онкологии, генез, в общем-то, один, да, если посмотреть в корень, то есть патогенез, да, вот. И там прогнозы зависят, безусловно, от того, насколько рано выявлено заболевание, вот, и от степени тяжести, то есть, опять-таки, да, все, там много факторов. Они могут быть врожденные лейкозы, но они не наследственные. Да, чтобы а вот телезрители об этом наследственные знали. заболевания крови, да, если говорить о них, есть. Это вот гемофилия, о чем говорил доктор. Гемофилия – это наследственное заболевание, которое передается в основном носителями вот этого патологического гена гемофильного являются женщины, и они передают этот ген в основном своим детям, но в большей части болеют мальчики, то есть берут на себя мальчики, а девочки являются носителями. И у нас, вот я статистику сейчас доктор скажет, сколько процентов гемофилии по области, вот это наследственное заболевание. Второй вид, не второй, еще одна группа наследственных заболеваний, это есть наследственные гемолитические анемии, да, целая большая группа анемий, то есть когда происходит разрушение красных кровяных клеток, да, эритроцитов в силу разных обстоятельств. Там несколько видов, там бета-талассемия, это дефицит, когда глюкоза 6-фосфат-дегидрогеназа, то есть ряд наследственных гемолитических анемий, которые передаются от наследства. И, кстати, забегая вперед, или, наверное, говоря о том, что в основном близкородственные браки, то есть то, что у нас было очень актуально да. в 20 веке, надеюсь, 21 век немножечко изменил или коренным образом должен изменить эту ситуацию. У людей, которые не являются родственниками, возможность встречи вот этих патологических генов крайне низкая. Низкая, да. А как раз в близкородственных браках это есть. Почему? Да, вот бета-талассемия, это очень бета-талассемия, это результат очень много, статистику опять нам доктор расскажет, много больных именно с наследственной гемолитической анемией, которые передаются по наследству. То есть это большая группа анемий, тоже очень много таких больных, с которыми мы работаем. Медицина движется вперед, довольно успешно мы их лечим. Очень отрадно, что население стало понимать, что как раньше они будут обращаться к семейным врачам или к специалистам профильным, да, так и раньше и лучше будут лечиться от заболевания. А скажите, пожалуйста, вот про гемофилию, это говорят, что не свертываемость крови, да? Есть свертываемость, наоборот, когда много кровь свертывается, а тут наоборот оказывается. Гемофилия А у нас находится на диспансерном учете
78 гемофилии А, еще гемофилии Б есть трое. А вот то, что у нас, мы сказали, что для того, чтобы ставить гемофилию А нарушается 8-й фактор крови. А при гемофилии Б это 9-й фактор. 9-й фактор. Еще есть Виллибран, это 11-й фактор. Когда в организме не хватает, вот это 3 разновидности гемофилии, я имею в виду гемофилия А, Б и болезнь Виллибранта, они свертываются, когда мы возьмем, более 10 минут. А так в норме 5-6, а так более 10 минут. Потом у них как? Клиника, они вот сперва не обращают внимания. Иногда бывает, что на своей кровите, иногда появляются синяки, иногда появляется у больных боль в костях бывает. Потом у них слабость бывает. И когда они вот чистят зубы, десневые кровотечения бывает. При таких состояниях 1 раз, 2 раза не обращаются, потом они обращают. Серьезно заболели или что-то там такое, да? Да. Потом, когда обращают внимание, потом обращают к нам, определяем фактор крови, потом мы можем, когда фактор определяем, тогда можем ставить гемофилию А, или гемофилию Б, или болезнь Виллибранта. При наследственной гемолитической анемии часто у нас вот в нашем Таджикистане близкие родственные браки, понимаете? И у них бывает вот желтушность, то, что мы сказали, склерии, так, увеличение печени, селезенки. А так иногда говорят, что этот гепатит А или гепатит Б скажет, когда поступает к нам, когда мы возьмем данные лабораторные обследования, печеночная проба, там, кровь на ретикулоциты возьмем, и клиника, потом мы диагностику делаем и ставим первичный диагноз наследственной гемолитической анемии, потому что очень они близкородственные браки. Иногда бывает, что так, это может и девушка может болеть, и мальчики может болеть, поэтому такое. А гемофилия А это только мальчики болеют. Только мальчики. Девочки являются носителями. Носителями. Этой болезни, оказывается, тоже несколько групп и форм, оказывается. Мы такую тему выбрали, что если мы идем дальше, то выходит еще больше. Но самое главное, наша цель – это выявляемость, конечно, это обращаемость наших телезрителей. Вы, несмотря где вы находитесь, жители города, села или отдаленных сел, все-таки вы смотрите нашу передачу, и я надеюсь, что в каком-то процентном соотношении вы какую-то полезную информацию для себя будете брать, конечно. И самое главное, вы обратитесь к врачу, а далее специалисты уже найдут причины ваших заболеваний, куда вам отправлять, и, конечно, уже специалисты будут делать свое дело, будут лечить и восстанавливать здоровье каждого, несмотря на какое у вас вышло заболевание, можно так сказать. Ну вот, давайте про беременных. Анемия у беременных, да, это тема, которая вот с годами продолжается, а медицина с этим борется, и профилактические работы и методы в этом направлении делаются. Но все-таки каким последствиям могут привести анемия у беременных? В последнее время у беременных вот это все выявляется, как они приходят на учет. До 12 недель мы находим беременных, они на учет у нас в поликлинике будут состоять. Их будут вести, если у них патологии ничего нету, первичные это семейные врачи ведут. А если у них вторичные заболевания, если группа риска, это ведут гинекологи. Они когда приходят на прием, их ведут гинекологи, осмотр делаем, вот это все. Они будут анализы сдавать, после осмотра с ними будут беседовать, спрашивать, это первая беременность или уже дальнейшая, уже вторая, третья беременность. Уже каждым с беременностью у беременных наблюдается анемия. Но это зависит от питания, от заболевания у беременной или у женщины детородного возраста, сопутствующие заболевания имею в виду. Поэтому они должны, перед тем забеременеть, должны обследоваться у врачей, анализы все сдавать, обследование у врачей, специалистов, и должны потом перейти к беременности, чтобы планированная беременность была, чтобы в дальнейшем вот это все
не сказывалось вот это дальнейшее, не отражалось вот это Беда на в ребенка, будущем, да, на плод, плода, да. да, плода. Каждый у них прием, они приходят, они все соответствующие анализы будут вызывать, каждый день осмотр делают. И когда выявляют анемию, все равно они первые до 12 недель должны принимать фолиокислоту, таблетки, и потом с 12 недель назначаем препараты железа. Последние годы, да, у нас у беременных делают скрининг, да, Да, это да. очень хороший метод выявления заболеваний только у самой матери, но и у плода, да. А вот если, можно ли так, что скрининг показывает, что у плода анемия или какие-то патологические заболевания крови? Скрининг не покажет нам, есть ли у плода анемия или заболевание крови. Скрининг у нас делает на более такие грубые, ну, такие резкие, да, то есть пороки сердца, пороки каких-то других органов, да, врожденные пороки развития. Да, да, да. Вот в этом плане. Вот. А есть тесты, которые проводятся на ряд других наследственных заболеваний, ну, там, Дауна, ну и так далее, Ага. да, вот. Смотрите, мы всегда говорим о питании, да, питание. Я думаю, что в нашем веке, да, питание хорошее, у нас все есть, думаю. Или сами население не могут вот это сортировать и вот питаться. Как, почему это все происходит? Анемии, мы как до этого говорили, подвержены чаще это женщины и дети. Ну, дети в силу несовершенной еще своей иммунной системы и так далее, да, в силу каких-то других особенностей. То есть дети, они растущий организм, безусловно, несовершенная там иммунная система, либо какой-то приморбидный фон, то есть какие-то заболевания хронические у ребенка. Ну и так далее. Если это ранний возраст, там рахит и так далее. Ну, то есть много разных фоновых состояний, которые могут привести к анемии, да, неправильное вскармливание ребенка, позднее введение прикормов. Вот, это все. Вот. А если говорить о питании, питание, безусловно, оно доступно сейчас всем. У нас, пожалуйста, на рынке продуктов все, что хотите, Фрукты, есть. овощи, да, я об этом Фрукты, овощи, говорю. кстати, вот о фруктах, овощах. Если говорить о анемии, то полезнее всего железо, да, мы говорим о продуктах, богатых, ну, витаминами и железом, да. Если говорить о железе, то железо лучше всего гемовое железо, которое находится в красном мясе, то есть не в овощах, не там в крупах и так далее, а именно в мясе, в красном мясе. Гемовое железо, которое усваивается лучше всего и способствует как бы улучшению, не повышению уровня гемоглобина, но, по крайней мере, Как профилактический метод, да? не как профилактика. Если есть анемия, если мы нормализуем питание, да, то есть усилим питание продуктами богатыми железом, то мы можем просто остановить процесс, да, нарастания анемии, ага. но лечить мы его не сможем. Да, питание, Как да. профилактика, если все хорошо, если кровь нормальная, пожалуйста, ешьте продукты, богатые железом, витаминами, и вы не будете иметь анемию, у вас будет хороший иммунитет, хорошая сопротивляемость ко всем инфекциям. А если у вас есть анемия, то есть у вас или у вашего ребенка, то ряд, кстати, это ошибочное мнение, ряд мамаш, они не лекарства, то есть категорически отказываются от медикаментозных препаратов. Бытует такое мнение, мы будем кушать вот это, у нас все будет хорошо. Не будет хорошо, просто анемически, нарастание анемии прекратится, но анемию вы не вылечите этим. То есть первое, это ошибочное мнение, обязательно обращаться к врачу, Препаратами надо делать лечиться. анализ крови и получать препараты железа. Кстати, вот о препаратах железа детям. Для детей прежде всего, лучше всего и целесообразнее всего назначение применения ПРОС, то есть в рот, через рот, не инъекции, ничего, не уколы, некоторые уколов нет, только препараты ПРОС. Причем для детей это в жидком виде лучше всего, то есть сиропы, ну и так далее, да, сиропы, капельки и так далее, которые содержат
препараты железа. Это лучше всего, оно и усвоится лучше, ну и употребляется детками это лучше. Причем тоже надо маму иметь в виду, что при приеме препаратов железа у детей могут возникать запоры, и пусть они этого не пугаются. Стул Да, будет да. окрашиваться в темно-зеленый, Вот это да, об этом надо почти говорить, черный да. цвет, да, мамаши. Препараты железа, они окрашивают стул. И запоры могут возникать, поэтому Чтобы они не боялись, что Не все это от боялись. препаратов появилось, Да. и никогда они своих детей уже к врачам не будут вести. Вот почему у нас да, так, да. этого не надо бояться, это может быть. И когда мы назначаем препараты железа детям, если это анемия, ну, средней или легкой степени, то мы не даем максимальную дозу, мы даем средние дозы, и если есть в этом необходимость, да, то мы потом увеличиваем дозу, то есть постепенно. То есть вот об этом не надо забывать. И никогда не заниматься самолечением, обращаться только к врачу. Когда рацион полный и когда рацион мама держит, наши дети, которые больны онкобольными, я смотрю, когда вот мама ухаживает нормально и убирает из рациона ребенка вот кришки, крутоны или что-то там Да, другое, да, да. газированные напитки, Напитки, да. и все дает вот натуральным видом, дает яблоки, фрукты, овощи и все то, что натуральное, наше, таджикское, из нашего города, из нашего то, что он выдает, дети уже они борются с анемией легче. У них после химиотерапии даже они восстанавливаются. Побыстрее, да, Побыстрее восстанавливаются. Не как другие дети, которые вот они мамы не соблюдают диету, не дают все то, что хорошо, то, что он хочет, если он плачет, дает то, что он говорит, покупает то, что он хочет. А те дети очень сложно восстанавливаются. В этом, как Мальма сказала, она 100% нужно смотреть, чтобы рацион ребенка был натуральным, нашим, таджикским, нашими, то, что фрукты и овощи, которые из нашего поля дают, пусть они много питаются. Спасибо, конечно. Еще один вопрос про язык я хочу спросить, потому что вот многие спрашивают, а помогает ли язык говяжий, да, который мы вот готовим несколько часов, оказывается, там очень разные виды готовки, оказывается, существуют. Вот как-то помогает язык, вот скажите наши дорогие специалисты, врачи, чтобы наше население успокоилось, или все-таки как-то, не знаю, или языка больше готовили, вот в холодильник, чтобы ставили? Обязательно было надо кушать язык, потому что оно восстанавливает железо, потому что в процентном отношении языке, потом сердце, мы говорим обычно, и потом мясо. Это все, которое поднимается, очень хорошо поднимается гемоглобин и эритрицит крови. Поэтому и потом укрепляет иммунную систему организма. Какие продукты питания богаты? Это вся зелень наша, пожалуйста, шпинат, цветная капуста, брокколи и так далее. То есть вот эти продукты, ну, крупы, безусловно, вот, они все, крупы богаты, да, вот эти, это витамины группы В, фолиевая кислота, да, то вот, пожалуйста, зелень, все это у нас есть, море всего этого, и женщины, и беременные, и дети, да, салатики. Пожалуйста, смузи сейчас очень актуально, модно делать, да, пожалуйста, намыли зелени, огурцов, шпината, брокколи, цветной капусты, все это блендером. По-моему, И на завтрак, женщин- да, сейчас женщины, причем так активно это используют, это отрадно, очень мы идем в ногу со временем, то есть, да, мы находимся в Таджикистане, мы в Сагдийской области, и у нас все в ногу со временем, а женщины сейчас молодцы, всевозможные смузи употребляют, и пусть этим кормят своих детей, то есть семейно. Все было натурально. Да, все Было натурально. натурально, да. И недаром вот у нас туристы даже с других стран приходят, смотрят на рынок, они хотят вот мешками унести, но, к сожалению, не могут, но все-таки такое обилие у нас таких фруктов, овощей. Самое главное, говорят, и на вкус, и на запах они натуральные, прям с грядки. У нас каждый день так говорит. А мы, к сожалению, так и не пользуемся своим добром. Вот и об этом и говорят сегодня наши специалисты и врачи.
врачи. Огромная благодарность за участие, за такие прекрасные советы и рекомендации. Хотелось бы подытожить сегодняшнее наше ток-шоу такими словами. Самой главной задачей при лечении анемии является устранение причины, как сегодня говорил наш специалист, ее возникновение, режим питания, обнаружение и ликвидация источников кровопотери и другое, а также борьба с нехваткой железа в организме. Самое страшное в анемии – ее бессимптомное течение. Об этом тоже сегодня предупреждали. Поэтому важно регулярно посещать врачей и сдавать общий анализ крови как ребенку, так и любому взрослому человеку. К такому мнению сегодня пришли все наши врачи и специалисты. А это было ток-шоу «Мой семейный доктор» и я, его ведущий Насим Абдулзода. Как обычно, желаем вам берегите себя и свое здоровье. Отдельная благодарность Центру формирования здорового образа жизни Сагдийской области за содействие в приготовлении нашей передачи.